Дорогие первоклассники, прозвенел звонок. Мы начинаем урок русского языка. Урок проведу я, Наталья Сергеевна, учитель гимназии номер 3. Сегодня с нами работает переводчик русского жестового языка Ирина Михайловна. Сядьте правильно, откройте рабочие тетради, запишем сегодняшнюю дату. Займемся чистописанием. Сегодня я предлагаю вам записать целую строчку, заглавные и строчные буквы «Б». Чередуя заглавную и строчную, пропишите целую строчку. Соблюдайте высоту букв, выдерживайте одинаковое расстояние между буквами. Дорогие ребята, посмотрите на экран, запишите к себе в тетрадь 4 слова на букву «Б». Давайте прочитаем их вместе. Бочка, бычки, бубенчик, будничный. Запишите эти слова к себе в тетрадь. Заметили ли вы орфограмму, о которой мы говорили на прошлых уроках русского языка? При помощи линейки и простого карандаша подчеркните, пожалуйста, буквосочетание ЧК, НЧ, ЧН. А теперь ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, какое слово будет являться антонимом к слову «будничный»? Верно, праздничный. Запишите, пожалуйста, в тетрадь слово «будничный» и антоним к этому слову «праздничный». Внимательно диктуйте себе по слогам.
Мы с вами говорили об очень важном правиле в русском языке. Давайте повторим его вместе. В сочетаниях ЧК, ЧН, ЧТ, НЩ, ЩН мягкий знак не пишется. Дорогие ребята, перед вами скороговорка. Прочтем ее. Щеночком, щеточками чистили щечки. Запишите скороговорку к себе в тетрадь. Подчеркните, пожалуйста, буквосочетание на изучаемое нами правило. Давайте проверим. Щеночком буквосочетание ЧК, щеточками буквосочетание ЧК, щечки буквосочетание ЧК. А теперь предлагаю вам записать в тетрадь слова, в которых есть буквосочетание, о котором мы сегодня говорили. Будьте внимательны. Первое слово – тучка. Запишите, пожалуйста, первое слово с заглавной буквы с новой строки. Помните, что в буквосочетании ЧК мягкий знак не пишется. Следующее слово – ручка. Продолжаем работу. Пишем слово «листочки». Какое слово будет следующим? Грибочки. Следующее слово – синичка.
Продолжаем работу. Записываем слово «щучка». Следующее слово «белочка». Белочка. Уверена, дорогие ребята, что каждый из вас справился с этим заданием. Давайте проверим и убедимся в этом. Тучка, ручка, листочки, грибочки, синичка, щучка, белочка. Многие из вас заметили, что все эти слова имеют уменьшительно-ласкательное значение. Ну что ж, дорогие ребята, прошу вас подчеркнуть буквосочетание ЧК. Мы с вами замечательно потренировались писать слова с буквосочетанием ЧК. Для того, чтобы выполнить работу аккуратно, рекомендую пользоваться вам линейкой и остро подточенным карандашом. Мы справились с этим заданием. Теперь предлагаю вам выполнить следующее упражнение. Для того, чтобы выполнить упражнение, мы с вами прочтем слова. Читаем слово 2 раза. Сначала орфографически, как оно пишется, а затем орфоэпически. Чтение, чтение. Почта, почта. Почка, почка. Почтальон, почтальон. Мачта, мачта. Чтобы, чтобы. Яичница, яичница. Скучный, скучный. Во всех этих словах есть буквосочетания, о которых мы с вами говорим на уроках русского языка. Будьте внимательны, выпишите из этого ряда слов только те слова, в которых 2 слога. Не торопитесь, делите слово на слоги, грамотно записывайте слово и подчеркивайте изучаемую орфограмму.
дорогие ребята, давайте проверим. Почта, в слове два слога. Почка, в слове две гласные, два слога. Мачта, две гласные, два слога. Чтобы, обратите внимание, произносим чтобы, пишем чтобы. Скучный, скучный. Ну что ж, если вы все слова записали правильно, похвалите себя. А теперь предлагаю игру «Линеечка». На рабочей строке начертите, пожалуйста, отрезок длиной 6 сантиметров и разделите вертикальными черточками по 1 сантиметру. Эта игра очень нравится моим ученикам. Думаю, что вам тоже она будет интересна. Ну что ж, отрезок готов. Теперь, внимание, задание. Я вам диктую слово. Если в этом слове есть мягкий знак, который будет указывать на то, что согласный, стоящий перед ним, должен звучать мягко, тогда вы пишете в одну из ячеек мягкий знак. Если в этом слове для обозначения мягкости согласного не будет использоваться мягкий знак, тогда вы ячейку оставляете без какой-либо отметки. Ну что ж, давайте начнем игру. Первое слово – васильки. Подумайте, будет ли в этом слове для смягчения согласного использован мягкий знак. Следующее слово – стальной. Пальто. Лисичка. Скалочка. Лавочка. Давайте проверим, что у вас получилось. В первых 3 словах васильки, стальной и пальто будет использован мягкий знак для обозначения мягкости согласного. В словах лисичка, скалочка, лавочка в буквосочетаниях ЧК мягкий знак не пишется. Вам понравилась игра? Предлагаю следующее упражнение. В маленьком стихотворении спрятались слова на изучаемое правило. Прочитаем это веселое стихотворение. Шла уточка бережочком, шла серая по крутому. Уточка да луговая, серая да полевая. Где ночку ночевала? Под мостом мосточком, под ивовым кусточком. Дорогие ребята, выпишите из этого веселого стихотворения слова с буквосочетанием ЧК. Будьте внимательны, выпишите слова.
предлагаю вам сверить вашу работу с правильным ответом. Слова уточка, бережочком, ночку, мосточком, кусточком содержат буквосочетание ЧК. Не забудьте подчеркнуть буквосочетание в словах, которые вы выписали. Ну что ж, дорогие ребята, если вы справились с этим заданием, то предлагаю вам творческую работу. В левом столбике написаны слова, которые отвечают на вопрос «какой?», «какая?». Во втором столбике слова, которые отвечают на вопросы «кто?», «что?». Составьте словосочетание, используя слова первого и второго столбика. Если вы заметили в словах буквосочетание ЧК, ЧН, обязательно их обозначьте. Давайте проверим, что у вас получилось. Уверена, что с этим заданием
вы тоже справились. Сегодня на уроке русского языка нам удалось выполнить упражнение и потренироваться в написании слов с буквосочетаниями. Давайте еще раз вместе повторим правила. В сочетаниях ЧК, ЧН, ЧТ, НЩ, ЩН мягкий знак не пишется. Дорогие ребята, вы замечательно потрудились на уроке русского языка. Мы с вами потренировались в написании слов, стали чуть-чуть грамотнее. Впереди нас ждут еще много интересных уроков. А сейчас звенит звонок. Переменка. Перемена продлится 20 минут. Обязательно проведите переменку активно. После перемены состоится урок математики. Приготовьте к уроку математики все необходимое. Сегодня на уроке, помимо тетради и пенала, нам потребуется линейка. Ну что ж, дорогие ребята, объявляю перемену.